Ну, ребят, всем салам алейкум, всем здорово. В общем, решил сделать обзор на фильм «Бизнес по-казахски». Очень клевенький фильм, я его смотрел уже давно в самолете, и вот сейчас решил пересмотреть, чтобы более грамотно сделать реакцию, ну и такой мини-обзорчик на этот фильм. Вот, вообще, на самом деле, фильм мне очень понравился. Если сравнивать особенно с тем, что у нас есть из казахских фильмов, он очень крутой, очень хорошо зашел. Я очень люблю Нурлана, ну, это главный актер. Вот, я его помню еще с КВН, Астана KZ. Он дико зажигал в 2004, 2005, 2006 году. Жалко, что сейчас в КВН не выступает. И, кстати, не так давно выиграл кубок летний КВН. Ну, типа, в Астане, который проходил, и Казахстан выиграл. Это очень приятно. Посмотрите, те, кто не видел. Блин, я прям был в восторге, улыбался. Молодцы, показали результат. Что касается этого фильма. Очень много шуток, много крутых шуток. Опять такой момент, блин, жалко, что этот фильм не зайдет на СНГ. Ну, то есть там где-то в России, в Украине. Хотя, по идее-то, он на русском, можно и... В принципе, где там много казахских, да, диалогов на казахском языке, можно сделать и субтитры на русском, чтобы было понятно, но не залетит, мне кажется, потому что юмор именно присущий в Казахстане. Вот я помню, я смотрел Comedy Battle, и там ребята выступали из Казахстана, и были реально очень клевые шутки, я усыкался, ну, блин, я смотрел на каменные лица жюри, они просто этого не понимали. Вот, я думаю, с этим фильмом будет такое же, но на нашей сцене, в Казахстане он сильно заехал. И я буду так моментиками прокручу. Немножко сейчас расскажу о фильме. В общем, Нурлан, ему остался бизнес, гостиница от отца очень крутая, но он начинает разоряться. То есть все поувольнялись, денег платить зарплаты нет, и он решил найти родственников. Поехал в аул и, в общем, привел своих родственников. Ну и тут начинается полный капец. То есть ребята, которые не видели толком цивилизации, да, скажем так, города и так далее, они все это впервые с этим сталкиваются, это очень прикольно. Небольшой закос под Килинку Сабинку, мне кажется, ну не то что закос, а тема с аулом похожа. Ну если так сравнивать фильмы. Вот, ну и давайте посмотрим первый момент, когда Нурлан приезжает с Женесом, или Женесом, не помню уже, в аул к Агашке, а тут Агашка типа такой дико-дико современный. Қайтасың жүресің осы. Біздің үйге келген адам шай ішпей шықпайды. Ұқтың ба? Шай ішеміз. Қазір мен ана балдарымды бір қарап жіберейін. Еще айфон. Техника. Да, шестерка даже, ё-моё. Жайын жүрген. Жарайды, бәрі орнында. Очень крутой момент насчет Агашки, ну правда, креативно. Если многие шутки я даже не показал в начале, где Нурлан общался с инвестором, да, и там то, что он не мог по-английски выговорить слова, на самом деле, это типа заезженное, в смысле, это ни хрена не актуально, это уже где-то было в похожей степени, а вот это вообще прикольно. Ну реально, да по-любому человек, который там в ауле типа такой, пасет баранов туда-сюда, и раз он такой типа с айфоном и с моноскутером, или как называется, не забыл. Это классно, это мне очень понравилось. Смотрим дальше, я буду сейчас потихоньку мотать. Говоришь, это единственный нормальный работник. Так. Ну, дальше очень просто. Вот это очень круто. Брат. Вот этот момент. Вот, в общем, все эти родственники уже приехали в эту гостиницу его. Ну, извините, пожалуйста, кто не видел этот фильм, нахрен закрывайте этот видос, смотрите этот фильм, а потом возвращайтесь обратно. В общем, мне очень понравился момент, когда, в халатах они все вышли на такое небольшое совещание, когда им давали роли, кто кем будет в гостинице. Я не понял. Почему вы все в халатах? На халяву толып отыр, барда кие бер, брат. На халяву болғанда, это же для гостей? А что, мы не гости разве? Нет. Вы персонал. Не деп тұрмын. Мынау халат үшін әңгіме айтып отыр ғой. Ну, тебе надо было назвать не жумат, а жмот. Вроде такой тонкий юмор, но он заходит. Давайте начнем собрание. Добрый вечер. Я управляющий гостиницы. Зовут меня Ален. Как? Ален. Олень? Ален.
Кстати, я очень люблю Банжимбаева, актера. Ну, это тут это Ален. Он вообще, ну, очень крутой, очень классный. Я не один фильм с ним смотрел, заценил. Ну, и здесь он тоже сыграл офигенно. Хотя, мне кажется, это не его роль. Ну, в смысле, для меня он как бы больше смотрится в серьезном кино, но ему зашло, круто, здорово. Смертный знаком. Это как Ален Делон. Ален Делон! Продолжим. Макпал, вы, значит, занимаетесь клинингом. Для тех, кто не понял, это уборка гостиницы. Это что, я всю жизнь ауылда, Малгорода клинингом занимался? Айсулу, Вообще вы это- будете работать на ресепшене. В ваши обязанности входит прием и размещение гостей. Блин, Айсулу вообще шикарная актриса, мне она очень понравилась и красивая, очень красивая. Я прям ее больше заценил, чем Мисс Актобе 2006 или не помню какого, ну та актриса, которая девушка этого Нурлана, если кто видел. Вот она вообще прям, вообще перси, такая очень красивая девочка. Вы, значит, шеф-повар и по совместительству официантка. Жаным, хотаным, құтты болсын. Ну, дальше очень просто. Кайрбек водитель и Багдаулет швейцар. А что такое Швейцария? Очень хороший актер. Блин, он, мне кажется, с этой ролью вообще просто, ну, охрененски справился. Очень круто, мне прям понравилось. Царь – это тот, кто первый встречает гостей отеля. Он открывает им дверь. Чё? Сам открывай дверь, олень. Без проблем. Очень хороший актер. Ну, в смысле, если тут будут моменты, конечно, я его сейчас разберу. Ну, я и похвалю момент, и типа немножко так покритикую. Вот, где, ну, есть моменты, где реально, ну, актерская игра оставляет желать лучшего. Ну, типа, такие все актеры, блин, малого театра. А вот, допустим, взять этого же чувака, он очень круто сыграл, как актер. Очень смешно, забавные моменты в фильме. Без проблем. А ты возвращайся в аул, попроси работу у Акима, хорошо? Ладно, смотрим дальше. Вот это момент вообще. Вам переодеться надо. Ну, типа, на дискотеку, короче, в Қалай клуб. сонда? Как Как на бы свадьбу. объяснить? А, вот вы же в ауле на свадьбу ходите? Ну? Вот так надо одеться. Жарайды сөйтіп айтпайтын врачка. Кеттік. Через 5 минут внизу. На свадьбу одеть, сука. И сейчас вот как раз-таки после этого тоже есть момент, он мне, ну, наверное, игрой швейцара очень понравился, ну и в целом, не знаю, такой клевенький, вот. Приехал гость в гостиницу. Помогите, пожалуйста, вещи донести. Ты мне? Да, вам. Щегол таптың ба не? Руки, ноги есть, сам донесешь. Вообще-то это Курит без настроения. чья-то работа, если вдруг кто забыл. Валентина. Вот это, ну, ребят, вот эта игра, блядь, актерская, очень крутая. Вот просто момент, когда он махнул этой рукой. Ну, вспомните, блядь, каждый из вас видел такого таксиста или такого чувака на рынке, который сидит. Бля, ну это не сыграешь. Руки, ноги есть, сам донесешь. Вообще-то Вот это... этот взгляд, ну, очень хороший актер, просто ничего не скажешь. Наверное, часть фильма он просто вывез своими приколами. Чья-то работа, если вдруг кто забыл. Очень круто. Солай дедім, ане, жоқ, естіген жоқпын. Ой, менде восьмерка бар, я Девушка. бесплатно. Ага. Девушка! Девушка! Отложите трубку! Обслужите клиента! Простите, пожалуйста. Я просто сегодня первый день на работе, еще ничего не знаю. Есть свободные Сейчас номера? Макпал, Да, блядь, все отожгёт. номера у нас свободные. Ребят, я тут вот сейчас смотрел, несколько раз прокручивал, по новой слушал. Показалось мне слово «котакбас» или нет? Пишите в комментариях, ну вроде показалось, я просто не понял. Такое ощущение, будто она его «котакбас» назвала. Ну, такой в фильме не показали, зацензурили бы. Но тем не менее, мне это послышалось. Можно поосторожней? Сейчас В слушайте. смысле поосторожней? Я тебя специально била.
Что за гостиница? Кстати, вот Айсулу вообще тут шикарно отыграла в этой сценке, так оригинально. Этот чувак, который приехал в гости, бля, ну просто реально. Актер с улицы, я не знаю, ну не обижайтесь, если там как-то меня увидите или кто-то ему передаст, правда. Ну, сыграли вы тут хреново и как-то прям наигранно пиздец, а остальные просто перси. Я сейчас уеду отсюда. Ну и хорошо, меньше грязи будет. Вот, тоже настоящая у нее такая реакция, живая. Вызовите мне такси. Сейчас я тебе смех. Вот, слушайте, будет Хотакбас. Ну, вот как будто Хотакбас она сказала. Посмотрим. А я вот так. Не, ну, блин, похоже, правда. Я тебе сын. Жена мать. Сэр, такси! О, такси, да. Давайте помогу. Перегар от вас, перегарит. Да, туалетная вода перегар называется. Давайте я помогу. Да, ну не знаю, еще на самом деле много есть моментов очень крутых. Допустим, этот, когда чувака избил этот швейцар и поменялся с ним ролями. Так, а где Багдадыр? Эй, мы ролями добровольно поменялись. Добровольно поменялись, плачет бедный. Точно? Нет? Значит так. Ой. Очень интересный фильм, очень крутой, не буду дальше, наверное, мотать, показывать. Моментов смешных много, клево. И ждем второй части. Я посмотрел трейлер, где они полетят в Америку. Очень хочу этого увидеть. Не знаю, мне кажется, это будет очень круто. Потому что даже по самому трейлеру видно, что денег вбухали просто немерено. Вот немерено во вторую часть. Это, ну не знаю, посмотрим, что будет. Ждем декабря. В общем, всем, ребят, спасибо за просмотр. Мне очень приятно. Подписывайтесь. Чем вас больше, тем круче. Я буду больше стараться, больше делать. Поэтому вот, подписывайтесь на каналчик. Всем салбол, ребят.